В Исландии с населением 300 тысяч человек примерно 6 компаний занимается сбором одежды. Да, в Москве с населением больше 15 миллионов человек. Есть только одна крупная сеть, она наша. Я поехала на стажировку в Штаты и увидела там, как работает Goodwill. Это одна из крупнейших некоммерческих организаций с оборотом несколько миллиардов долларов в год. Брендированные фуры ездят по городу, там, на которых написано «Сдай свою ненужную одежду». Огромные центры сбора этих вещей, которые выглядят просто как торговый центр классный там, в центре Москвы. И меня это поразило масштаб. Мы с подругами собрали собственную одежду и просто сделали маленький ивент, на котором мы ее продали, заработали там 130 с чем-то тысяч рублей, потратили 4000 рублей, я подумала, профит, неплохо. Я сняла помещение в центре Москвы, вложила собственные деньги. Магазин вышел на самоокупаемость через несколько месяцев, но мне не хотелось сидеть там вот в этом магазине. Да, это подвальчик, да, он милый, туда приходят люди, но он действительно маленький, это как-то не соответствовало вот той картинке, которую я в Америке увидела, и которая вот масштаб. Поэтому я пошла питчить, то есть я ходила и делала питчи, то есть выступала, презентовала идеи перед разными там сообществами. В какой-то момент нас начали замечать крупные бренды, которые нам говорили, а давайте мы там сделаем акцию для сотрудников, для клиентов. Сейчас у нас 400 партнеров. Здесь у нас происходит сортировка, вот каждая бочка подписана на ней, и понятно, для чего она. Например, есть одежда для подростков, одежда для женщин, для мужчин, зимняя, летняя, ткани, это просто куски ткани, которые можно для чего-то снова использовать. Есть еще категория собачьи приюты. В приютах собачьих не хватает сена на подстилке, поэтому мы отправляем зимние куртки, пуховики, если они в плохом состоянии, если выдрана молния, если они грязные, ими невозможно пользоваться людям, но их можно подстелить в качестве вот утепления для собачек. Собственно, девчонки, которые продают эту одежду, оценивают ее, отбирают. Для меня это вообще такой конфу, потому что они могут из тонны выцепить там какую-то тряпку, которая точно улетит. Соответственно, платье где-нибудь в ЦУМе, если мне не изменяет память, 1030-40, то у нас это платье, ну, 7000. Вот, например, прекрасные брюки. Если вдруг вам нужно сниматься в клипе Little Big, в новом клипе Little Big, вы можете прийти к нам, купить такой костюм, и вас возьмут вообще сразу. На нем собрались 78 участников из 30 регионов, вот такие же, как мы их впервые увидели и узнали, что такие проекты есть, оказывается, в Тамбове, в Ростове-на-Дону, там, ну, то есть огромная география была, и ты так сидишь, как бы всем хочется обняться и порадоваться за то, что, оказывается, вот мы существуем, и у всех одни и те же проблемы, куда девать ветошь, как увеличить средний чек, как сделать так, чтобы никто не воровал. Так, реакция, что социальное предпринимательство – это что-то странное, особенно там в период кризиса, она обусловлена тем, что люди социалку воспринимают как нагрузку. Ну что, типа, и самим кушать нечего, а тут еще социалка. Но в нашем случае проект выстроен таким образом, что она нас укрепляет, да, что она нас поддерживает, что людям надо верить во что-то хорошее, что людям надо покупать дешевые вещи. Да, и многие, кто ходил в торговый центр, сейчас приходят к нам в магазины.